В Башкирском государственном медицинском университете в 2020 году 10 тысяч студентов. У этого вуза богатая история. С 1932 года, с самого начала, он был среди одних из самых сильных в стране. Теперь в БГМУ готовят высококлассных специалистов по разным направлениям, знают о нем во многих странах планеты. В августе 2020 года глава Башкортостана Ради Хабиров принял решение в связи с возвращением за парты учеников в школы на первых 2 недели сентября пригласить медицинских инспекторов. Ими стали студенты выпускных курсов колледжей и ординаторы Башкирского государственного медицинского университета. Цель – обеспечить соблюдение санитарного режима. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Башкирском государственном медицинском университете. И здесь кафедра АУЗ, Институт общественного здоровья. И плюс деканат международного факультета. Мы здесь были, с Мурашко были. А вот это Это реконструкция. Первый корпус, 90-летию. Мы идем, 32-й год, вот, 22-й, 90-летие. Много будет, да? Да. Ну, сейчас нам дали 100 миллионов на общежитие, на капремонт общежития. 4-е общежитие мы закрыли. Здесь же здесь вообще исторически, здесь массовая застройка. Через стройку пройдем, Ради Фаридович. И мы начали здесь с товарищем Тесаловым полностью тотальную реконструкцию этого здания. Центр полностью историческая зона. Мы делали проект исторических зон. И вот эти здания, они восстановлены все по старым чертежам фактически. Все несущие стены сохранилось. Это исторически было 2 разных здания. Температурный шов. Технологически по-разному сделаны. Это здание лет, наверное, 15 было выведено назад из эксплуатации. А здесь был гараж. И он еще топил в ЛИДи библиотеку. Здесь ТП был и Ленина 2. И я пока передавал все это, закрывал и так далее, шло время. Вот если библиотеку в ЛИДи, вот Егор Вячеславович, светлая идея есть передать нам библиотеку в ЛИДи тоже, чтобы мы из подвала достали свою библиотеку, было бы здорово. А здесь был гараж. И то же самое, восстановлены все исторические стены гаража. И на месте гаража, вот этой площадка гаража, будет уже зал цифровой медицины. То есть, да, мы делаем здесь институт цифровой медицины, чтобы собрать вот это все айтишников, которые вот уже наши айтишники. Их Александр Геннадьевич нам прислал на работу. Вот он их как-то нашел. Все они работают с Америкой. У них по 15 международных изобретений. И уже есть такие в мире, такие обучающие программы для врачей. Новая образовательная программа, да? Это вот то, что мы открываем, новая программа. Мы уже открыли биологию, магистратуру, социальную работу восстановили в этом году. А вот медкибернетика? И на будущий год открывается это все. Все открываем на будущий год. Мы идем из чисто медицинского университета в политехнический университет. Ну, в партнерстве с нашим нефтяным, совместной микробиологией, в партнерстве с авиационным IT-технологией. Потому что мы ближе к заказчику. Но они сами расскажут, кто из вас готов. Медики хорошо понимают свою часть, да, мы понимаем айтишную часть. Вот мы, получается, соединяем, помогаем также коммерциализировать. То есть помимо того, что разработать продукт, еще помочь найти инвестора, как получить какие-то гранты, ну, чтобы получилась реализация. Также подбор технической команды, ну, то есть все помогаем делать. То есть у нас сейчас есть отдел, который, и мы сами ищем студентов, и врачей, и работаем с медицинскими учреждениями, разными клиниками, да, которые приходят со своими проблемами, мы садимся, анализируем, да, и помогаем им выработать программу, чтобы уже этот продукт получился и вышел на рынок. Вот. А вот это здание, ну вот это... Нет, вот, Ради Фаридович, пойдемте сначала сюда. Вот смотрите, вот мы сейчас находимся, если смотреть по кампусу, мы находимся вот здесь. Вот мы здесь. Вот это здание, вот оно. Оно будет выглядеть так же, как старое здание реконструированное. Так же, как старое реконструированное здание. Один человек есть, вот он. Вот он восстанавливает все в старом виде. Это будет новый исторический центр Уфы.
новый исторический центр. Здесь мы вас приглашаем 1 сентября, Ральф Фаридович, на открытие корпуса цифровой медицины. Вот 1 этого сентября. Вот этого. 1 сентября приходите. Договорились, я приду. На будущий год. И уже мы Я покажем план международные проекты, все. Здесь затем мы строим, вот на месте этого гаража старого, мы его вывели из эксплуатации и строим современное 4-этажное здание, лабораторный корпус клеточных вот- технологий. вот это, да? Вот это здание, да. И соединяем все это переходами и идем на реконструкцию столовой. Проект уже у нас в экспертизе, да, Егор Вячеславович? Точно так. Проект уже в экспертизе, и мы выходим на столовую, и у нас появится в центре города, Ральф Фаридович, и приглашаем вас любые мероприятия проводить на нашей базе, появится лекционно-конгрессный зал на 700 человек. 3-й этаж над нашей столовой. Вот ее отсюда даже не видно. Вот. И здесь появилась сразу же идея, но такое же здание построить вместо вот этой 5-этажки. А ее снести, получается? Ее снести, реконструировать. И тогда мы будем пилотным проектом, Ральф Фаридович, по сносу 5-этажек в городе Уфе. Это моя мечта, если мы вот первыми снесем 5-этажку, хрущевку и поставим нормальный кампус, нормальное общежитие, да, потому что, грубо говоря, вуз растет, потенциал огромный, к нам же едет 50 стран, Индия, Египет, Африка, вся, 50 стран уже. А вот вы говорите, сами не потянете, что нужно? Ну, здесь прежде всего финансовые моменты будут. То есть мы же сейчас вкладываем в реконструкцию, мы вкладываем ежегодно где-то порядка 200-300 миллионов рублей. И здесь вот территория спокойного для студентов. Да. Вот, Да. так, да? Для студентов это будет такая территория. А профессорский преподавательский состав есть вот на медицинскую Есть. кибернетику? Есть, все Ребята есть. вот будут. Мы готовим, плюс мы пилотный проект запустили же с немцами. У нас вот коронавирус нам помешал, но первый уже университет этого Казахслаутерн, профессор Мау, заведующий кафедрой, согласился к нам приехать на год и работать завкафедрой математики. 1 сентября встречаемся, да? 1 сентября встречаемся. Ральф Фаридович, еще такая просьба есть. Это вот у нас вот анатомка, вот двухэтажное здание. Вот. Вот там Вот это или вот- вон там? соседняя, Ага. вот, да, которая на лицевой линии стоит, вот театр виден и анатомка. Но вот нужен нам, конечно, институт морфологический. Мы отрабатывали с Минземимуществом то, что возможность есть выкупить для нас здание офисное, сейчас в центре много продается, за 300-400 миллионов. И мы бы сделали нормальный институт морфологии. То есть нужно вам какое-то Здание нужно на 5000 квадратных метров, готовое уже решение. в центре? В центре, в шаговой доступности отсюда, Я подумаю. готовое. Я подумал. Потому что на будущий год плюс 250 студентов бюджетных, Ральф Фаридович. Просто сажать некуда будет. А я подумаю, я подумаю. Мы растем мощно. 5000. И здесь, Ральф Фаридович, по клинике. Значит, здесь вот что мы собираемся делать в ближайшее время. Вот, Максим Васильевич, хотели бы просить вас, Ральф Фаридович, на нашей базе провести здравчас на базе клиники удовольствием. университета. Давайте в следующей неделе давайте проведем. Давайте, вот, мы собираемся что делать? Мы собираемся вот и сегодня, это вот корпус, который мы заявляли на двухчасие в РАИФ. Хирургический корпус новый. Сейчас, Егор Вячеславович, проект в экспертизе. Да. Вот этот корпус, это будут парадные ворота в клинику, студенческий блок, институт трансляционной медицины. Но мы это быстро сделаем, как? И буквально вчера, на прошлую пятницу мы были уже у Гриднева, по вашему поручению, то, что обсуждали на встрече, когда он приезжал. Да, вот такой корпус, и как бы федеральный Минздрав дал нам отмашку, что они включают ФЦП, федеральную целевую программу по строительству инфекционных корпусов. То есть это как койки двойного назначения. В мирное время онкология, кардиология, да, и здесь вот мы с Максимом Васильевичем полное взаимопонимание имеем и с главными специалистами. Я говорю Николаевой, это не мое отделение кардиологии, это твое отделение кардиохирургии. Измайлову я то же самое говорю, это не мои 150 коек онкологии, это твои 150 коек онкологии. Чтобы, с одной стороны, какая-то конкуренция, как стимулятор развития, с другой стороны, высокие технологии. И мы здесь делаем 22 тысячи метров квадратных инфекционный корпус. 5 этажей инфекционных, 6-й этаж отделение торакальной хирургии, все гангрены легкого, шоковая легкая, тяжелые пневмонии. То, что вот этот центр, Максим Васильевич, перенесем сюда, да, республиканский центр пульмонологии или городской центр пульмонологии и 1 этаж институт микробиома человека.
То есть вот у нас такая концепция развития клиники. Вот у нас вот то, что корпорация построила нам вертолетную площадку, сразу там прямой вылет, и сразу вот вертолетки сразу в эмердженси. Сразу в эмердженси. Спасибо. Приемную комиссию завершили по ординатуре. Сейчас по целевикам все отработали. Сейчас А сколько дали мест? у меня в этом году 706 мест бюджетников, а на следующий год еще плюс 180 пока. Но мы заявлялись, Максим Васильевич, на 250 заявлялись. И, Рыцаревич, очень высокий балл. Да, нельзя нам опустить, потому что в результате наши ребята уезжают. А мы всех берем, Раиль Фаридович, Ну, кто как всех более-менее. берем? 100 человек потери. 100 человек к нам приезжает из других регионов, 100 мы отправляем. Потом они возвращаются все после первого курса. Все равно к нам учиться. Да, но мы, переводятся, да? да, но они вот сегодня только комиссия по восстановлению, 50 человек, Оренбург, Ижевск, они, Челябинск, они, а если мы берем с минималкой, мы рейтинг сразу роняем. Мы так в десятке всегда среди медвузов. Если в прошлом году мы за счет целевого рейтинг роняли, в этом году наоборот. Наоборот, в этом году конкурс не бывалый среди целевиков. Масками мы обеспечили 3000 масок в день. Это, Раиль Фаридович, вот здесь мы внедрили эту технологию автоматическую. Температура? Да. Вот мы видим температуру. Потоковая система позволяет нам в потоке определять температуру у проходящих людей. И она еще совмещена вместе с системой. На этом экране вы можете увидеть, если я сниму маску, она через некоторое время покажет, что у меня все-таки маски не тут. Вот. И сразу уходит сообщение в Фотография. электронной почте в отдел кадров и Штраф сразу. в управлении кадров. Сейчас директору штраф идет. Да. И в клинике уходит в систему контроля качества. Это где так работает? С марта месяца мы запустили в клинике в университете. Это была система без каски, и мы ее адаптировали в систему без маски. Со стройки взяли. То есть и автоматический контроль за всеми входящими температуру. Вот эта камера висит. Вот мы все, и у нас у всех температура 36,6. Для этого нужны Специальная камеры, камера. ну и программа, да? Программное обеспечение штатное, которое мы используем уже много лет, мы интегрировали туда, и она работает прямо в штатной системе. Мы подумаем, может быть, вот нам такое придется делать. Где-то. Вот еще хотели показать с Максимом Васильевичем систему. Реализована она чуть-чуть в Москве, чуть-чуть в Санкт-Петербурге. Это автоматическая система реанимации, когда любой упавший на улице человек, что бы ни случилось, инфаркт, инсульт, отравление, просто упал. Скорая приезжает и начинается сразу же процедуры реанимации, они не разбираются. Они на месте не ставят диагноз, они везут в стационар. Сейчас же мы покупаем аппараты ЭКМО под ковид. Все. Я 2 аппарата покупаю. Максим Васильевич сейчас один, да. Вот на базе клиники создать такой центр реанимации, куда бы мы сразу везли и сразу искусственного кровообращения и разбираться потом. Самое главное довести живым. И Максим Васильевич поручит, если мы бы на базе клиники такой центр Мы сейчас хотим реанимации. сделать Ну, давайте обсудим. городской. Да. Мгм. Это позволит где-то, грубо говоря, человек 100 спасать ежегодно. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Максим Васильевич. Уважаемый Раиль Фаридович, уважаемые коллеги, сегодня вот я обращаюсь к нашим студентам в 3-й курс медпроф, 4-й курс медпроф, 5-й, 6-й курс медпроф, 5-й курс личфак и педфак, потому что действительно сегодня мы коллеги. Сегодня наша цель не просто учиться, сегодня наша цель не просто поехать 1 сентября на практику, сегодня наша цель решать большую государственную задачу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Это новый вызов 21 века, и нам оказана большая честь и огромная задача профилактировать вторую вспышку, которая может случиться в наших школах. Самое главное – наши дети, и мы должны с вами достойно отработать. И это идея Хабира Ради Фаритовича, идея. И мы подготовили, Раиль Фаридович, более 1100 уже ребят. И сегодня в этом зале 100 человек, и 650 в онлайн нас видят, слышат.
по всей республике, которые готовы с завтрашнего дня уже приступить к этой работе. Раиль Фаридович, пожалуйста, слово, как вам удобнее, к трибуне или так. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, так вас называю, к вам обращаюсь. Уважаемые наши на этот период медицинские инспектора, я прежде всего вас поздравляю с наступающим, вернее, завтра уже начало учебного года. Поздравляю вас, мы долго к этому шли. И вы знаете, вот прежде всего обращаясь к вам, что хочу сказать. Мы уже просили вас о помощи, потому что, уверен, многие из вас уже прошли вместе с нами этот коронавирусный путь. Многие из вас были волонтерами, многие из вас уже работали непосредственно, кто-то из вас даже, наверное, в красных зонах работал. Спасибо вам большое вот за тот прошедший период, который мы, подчеркиваю, вместе с вами прошли. Но мы были вынуждены к вам обратиться еще раз. Вот это было действительно моя идея, мое обращение. Попросить вас помочь нам еще раз. Вы знаете, что Роспотребнадзор принял решение установить довольно жесткие санитарно-эпидемиологические нормы в школах, детсадиках, в вузах. И реализовывать их можно, наверное, только если будет какая-то служба контроля за всем этим. Поэтому мы и вышли с такой инициативой медицинского инспектора, который вы будете действовать на основании тех правил и обязанностей, которые вам рассказали. И ваша главная задача – обеспечить, чтобы в наших школах вспышек не было, тяжелых массовых заболеваний не было. И если мы с вами 3 недели пройдем ровненько, тогда мы первую волну и первый удар коронавируса, наверное, сдержим. Это не просто там практика какая-то учебная, это настоящая миссия. Вот вы едете завтра в районы, города, республики с миссией спасения жизни людей. Поэтому работайте, пожалуйста, принципиально, вот осознанием того, что вы действительно делаете очень правое, очень нужное дело. Искренне вам всем очень благодарен, очень-очень благодарен, и надеюсь, что вот так вот мы ответственно, серьезно отработаем и уже увидимся после выполнения вашей миссии. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Раиль Фаридович. Ну вот мы с ребятами когда совещались, все же говорят, на самом деле медицинский инспектор номер 1 в республике – это вы, Раиль Фаридович. Поэтому мы приготовили для вас небольшой сюрприз, или не сюрприз, это халат ваш, медицинского инспектора. Можно пиджак было снять. Да, так, Максим Васильевич, Абулат Вакилович. Вот у меня сзади что написано? Вам тоже халаты медицинских инспекторов. Хорошо. А у меня тоже достался. Нет, а я пиджак сниму, я сейчас по-другому сделаю. Я возьму на память, будет висеть у меня на работе, на всякий случай. Если кого-то пригласить, а я наоборот, я одену, буду с вами дальше в халате. Давайте. Сукманова Полина, медпром, 6-й курс. Я бы от всей души хотела вас поблагодарить за новое общежитие. Там такой шикарный вид на момент дружбы, на набережную. Я уже там даже койку себе выбрала. Хорошо. Ну, спасибо вам. Я бы очень хотела узнать, как вы жили в свои студенческие годы, чем занимались, чем увлекались. Мы ничем от вас не отличаемся. Мы также жили, были веселыми, энергичными, беззаботными где-то. Тем не менее, учились. Может быть, немножко хуже условия были в общежитии. У нас жило в комнате 5 человек. У нас в комнате общежития не было туалета. Как-то вот мы... такое общежитие было коридорного типа. Это 5-е общежитие на Аксакова. Я это время вспоминаю. Мы были счастливы. К сожалению, для вас... Я почему-то считаю, что мы тогда были счастливее вас. Наверное, мы были менее загружены в какие-то меркантильные вещи. Поток информации чудовищный нас не мучил, да? Лживой информации. Мы дышали полной грудью. Занимались спортом, бегали. Все было, конечно. Спасибо. Спасибо, Раиль Фаридович. Вот молодой человек тоже самый хороший. Добрый день. Шакиров Альберт, 5-й курс педиатрических факультетов и ученого совета. У меня был такой вопрос, уважаемый Раиль Фаридович. Наш университет постоянно развивается, то есть всегда пытается быть впереди.
И в данное время мы участвуем в проекте стратегического академического лидерства. И вот я лично вас хотел попросить, чтобы вы поддержали нас в этом, чтобы мы все поставили цели, задачи смогли выполнить. Спасибо. Ну, мы тоже вместе с вами радуемся развитию университета. Университет, ну, нет такого, по-моему, вот периода, чтобы он стоял на месте, он идет дальше, дальше, дальше. Это видно во всем. Расширение компетенций университетских работников, расширение вообще специализации преподавания. Вы начинаете, соответственно, подхватывать все новые достижения науки. Материальная база очень хорошо развивается, и мы признательны Валентину Николаевичу. Он много времени этому уделяет. Все-таки вузовский кампус, вузовские здания, аппаратура, оборудование должны быть современными. Есть еще над чем работать, я понимаю, но в хорошем таком тонусе вуз находится. Обязательно будем поддерживать. Мы всегда поддерживали вас. И вот то, что вот вы про общежитие говорите, мы легко передавали вам и общежитие, и училище в Черниковке вам легко передаем. Почему? Потому что точно знаем, что вы это не уроните, а наоборот только улучшите. Поэтому наше такое, знаете, сотрудничество будет идти дальше. От университета я тоже жду, знаете, решения важнейшей задачи. Важнейшая задача для медицины, для здравоохранения у нас – это нехватка специалистов. Вот здесь вас много сидит, вот там много сидит. А потом, как сентябрь наступает, вы вроде все дипломы получили, и мы вас найти не можем где. Поэтому хотелось бы, чтобы вы шли в систему здравоохранения нашей республики, работали там. Мы, вы знаете, всевозможные программы придумываем для того, чтобы на первое время вам толчок дать. Но мне кажется, все же иногда деньгами не измеришь, зарплата она важна, да. Вот эти бесчисленные, мы знаем такие примеры, когда медики, значит, как это говорят, за большой зарплатой уезжают в Москву, в другие города. Это сложно там на самом деле очень, не всегда вы там найдете себя, поэтому на родине родился, на родине пригодился. Вот, поэтому, Валентин Николаевич, вам надо в ВУЗе вот все-таки какую-то профориентационную работу более активно проводить. Мы каждый год несколько сотен выпускаем медиков. Нам, в принципе, вот я всегда говорю, вот если весь ваш поток этого года пойдет в систему здравоохранения, мы сразу выполняем 100% то, что нужно. Понимаете? Поэтому вот это важнейшая задача. Но мы постараемся для вас нормальные условия готовить. Спасибо. Спасибо, будем стараться. Спасибо. Еще вопросы? Да, девушка, пожалуйста. Каримова Рената, Личфак, 5 курс. Радик Фаритович, завтра все школьники будут писать сочинение на тему «Как я провел лето». А что бы написали вы? Значит, есть такой фильм ужасов. Знаете, по-моему, как называется? «Я знаю, как вы провели лето», да? Ну, вот примерно у меня, наверное, лето такое было. Ну, не ужасов, конечно, но невероятно тяжелое. Оно было тяжелое для вас, оно для людей, наших жителей, для страны было тяжелое, невероятно тяжелое во всех смыслах. Поэтому, сложное лето было. Но самое главное, мы все, слава Богу, живы, работаем, руки не опустили, головы не опустили, ничего не боимся. Поднаторели, стали опытнее, понимаете? И мне кажется, вот мы в республике, все-таки, какое-то такое товарищеское плечо друг друга почувствовали многие. По-разному было, но тяжелое лето было. Я бы не хотел больше, чтобы такое лето повторялось, честное слово. Спасибо. Спасибо большое, Радик Фаритович. Ваше уже время истекает, я знаю, поэтому... Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Сами не заболейте. До свидания. Радик Фаритович, что, инспекторы, которых вы, собственно говоря, инициировали, и вы им дали путевку теперь на их 2 недели сложных? Посмотрим, и я как пока вот их направляю. Потом мы их работу уже будем оценивать, и оценивать будем очень по простому показателю. Количество заболевших или там наличие вспышки или нет. Я очень надеюсь, на самом деле, что все-таки общество уже так научилось с этим бороться, и масочный режим, дистанции, люди стали гораздо более насторожны. Я очень надеюсь, что мы этот период пройдем спокойно. До свидания. Откуда это появилось, медицинский инспектор? Многие спрашивали. Очень просто.
Я когда посмотрел тот перечень тех задач эпидемиологических, которые выполнять нужно, я точно понял, во-первых, без медицины не обойтись, а во-вторых, столько медиков у нас нету. Соответственно, куда мы опять идем? Опять идем в медуниверситет и опять просим старшекурсников. Очень приятно, что они тут же отозвались и, по-моему, с интересом. Мне кажется, они же тоже понимают, что они, ну, не просто обыкновенная там практика смешная, они вот пройдут вот такое осмысление. Спасибо.